Армысыздар, қадірлі достар. Сегодня 15 мая 2025 года. У меня неутешительные новости по Марату Жуламбаеву. Вчера супруга его позвонила мне, сообщила, что 5 мая они с дочерью ездили к Марату и увидели его исхудавшего после голодовки, но полного боевого духа. Голодовка была им начата 26 марта 2025 года и закончена 4 мая. До этого супруги Марата звонили с учреждения и сказали, чтобы забрали все его инструменты, которые они же сами разрешили завести ему в учреждение в 2024 году, чтобы он мог работать там токарем и художником. Но при встрече 5 мая с семьей Марат сказал, чтобы они не забирали эти инструменты, так как они были завезены с согласия руководства учреждения и находятся в настоящее время на территории учреждения, и поэтому считает их действия незаконными. А завозили их аж на 2 грузовых машинах. И 5 мая после голодовки у него начался жидкий стул, который продолжался несколько дней. И врач учреждения прописал ему линекс, фистал, сказав, что у него нарушена микрофлора кишечника. Жидкий стул у него остановился только лишь вчера, 13 мая. О чем он сообщил 14 мая супруге, когда позвонил ей. Также сообщил, что сегодня, то есть 14 мая, у него произвели обыск, где он находится по безопасному месту, и куда вообще запрещено заходить сотрудникам учреждения, администрации учреждения. Но, несмотря на это, несколько сотрудников, офицеров учреждения зашли к нему и стали забирать его документы, посуду, полотенца, календарь, лекарства и даже будильник и постельное белье. Марат стал возмущаться, отстаивать свои права, требовать соблюдения его прав. И тогда они, что интересно, оставили все вещи, но забрали постельное белье. Марат сказал им, что если они не вернут ему постельное белье, то он будет спать на голом полу. Следует отметить, что 6 мая 2025 года его вызывал к себе замначальник учреждения Боромбай Алмаз Сагимбаевич такой. Во время разговора Боромбай Алмаз начал читать молитву. Сказал Марату, что все люди боятся чего-то, и ему надо покориться судьбе и воле Аллаха. Тогда он может рассчитывать на работу, что он может рисовать и бегать. Марат ответил, что никого не боится и не стоит с ним так поступать. А если будут продолжать давление, то он пойдет на бессрочную голодовку. И в конце концов, если ничего не произойдет, то положительного имеется в виду позитивного, тогда он будет вынужден отрубить себе палец на ноге. Но администрация учреждения продолжает свою политику и давление на него, чтобы он находился в самых суровых условиях. Следует отметить, что с начала 2025 года по сей день он не получил ни одной газеты, ни одного письма. И вся его корреспонденция, письма, заявления, жалобы не покидают стены учреждения. Он еще 14 марта написал мне письмо, он об этом говорил, когда я был в конце апреля у него, что он написал мне письмо, но этого письма я до сих пор не получил. Аппараты для приема жалоб и заявлений для Марата не работают. Также Марат передал, что если он не выйдет на связь на следующей неделе, то значит с ним что-то случилось, что вызывает беспокойство у семьи, и они обратились в Комитет по правам человека. Благодарю за внимание.